История, начавшаяся как рискованная идея, на которую никто не возлагал больших надежд, сегодня празднует юбилей. 10 лет назад две талантливые пианистки Нинель Бжаня и Гулиза Авицба объединили свои творческие пути и впервые решили попробовать сыграть в 4 руки. С этой идеей они обратились к дирижеру Давиду Терзяну, руководителю Государственного камерного оркестра. Маэстро признается, что сначала отнесся к этой затее скептически, ведь репертуара для оркестра в сочетании с ансамблем двух роялей практически не существовало. Тем не менее, они решили рискнуть, и их путь к зрителю оказался успешным. Дуэт пианисток вместе с оркестром был встречен с восхищением. На сегодняшний день в их репертуаре более полусотни композиций, которые они исполняют как в республике, так и за ее пределами. Мы думали, что это будет один концерт. Но мы не думали, что нас так тепло примут, и что эта история будет иметь продолжение. А потом второй, потом третий. Вот так мы 10 лет работаем вместе в тесном содружестве с камерным оркестром, с Давидом Терзян. И я думаю, что сегодняшний концерт дал ответ на все вопросы наши. Я счастлива очень, что концерт прошел на ура, что собралась публика, что она нас тепло принимала. На концерте было исполнено до 20 композиций, среди которых зрители услышали как классическую музыку, так и популярные хиты, музыку из голливудских фильмов и советских кинолент в сопровождении кадров из этих фильмов. Все композиции были сыграны дуэтом пианисток и оркестром, однако одна композиция «Эннио Морриконе» из фильма «Профессионал» была исполнена только оркестром. Одну композицию зрителям предложили угадать, и уже с первых нот зал подпевал известную абхазскую песню Константина Чингеля «Байс Лошара». Концерт объединил разные поколения. Зал был полон, мест не хватало. Люди прослушали весь концерт на ногах, однако усталости не чувствовали. Музыка вдохновляла и заставляла забыть обо всем. Зритель не хотел отпускать артистов, которые сыграли на бис Ноктюрн Бабаджаняна. Замминистра культуры Динара Смыр зачитала поздравительный адрес от министра культуры Даура Кови. Уверен, что впереди вас ждут новые вершины и интересные проекты. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов, дальнейшего процветания во благо культуры Республики Абхазия. Министр культуры Даур Кове. Каждый нашел что-то особенное для себя. Кто-то услышал знакомые мелодии любимых исполнителей, вспомнил свое детство. Фанаты фильмов с наслаждением смотрели на любимые сюжеты на экране, слушая знакомые мелодии. Любители классической музыки отдыхали душой под успокаивающие ноты. Я не первый год посещаю эти концерты, и, как всегда, просто даже слов невозможно подобрать, насколько до глубины души они могут затронуть самые глубинные точки твоей души и вывернуть сюда. Из-за выступлений пианодула мы не пропускаем ни одного, когда бывают. Из этого концерта я плакала, когда показывали Ленинград, я из Ленинграда. Это «Мелодия белой ночи». Потом Фредди Меркури. Я была его маленькой фанаткой еще при его жизни. И я подумала, мы столько уже ушло знаменитых, легендарных музыкантов, а эта музыка их с нами. И вы видите, как реагирует зал. Это потрясающе. Классическая музыка – это совершенно другой настрой. Классическую музыку я очень люблю. И вы знаете, она, конечно, очень одухотворяет. Я вообще не могу жить без классической музыки. Это, можно сказать, мой каждодневный мацион. На сцене, помимо опытных музыкантов с большим стажем, были и молодые артисты, закончившие различные музыкальные вузы. Начав свой путь как стажеры, они постепенно привыкают к игре в оркестре. Однако волнение перед каждым выходом остается в душе не только у новичков, но и у опытных артистов. Молодежи никак, потому что это наше будущее. Мы должны их приобщать
к оркестру, чтобы они полюбили, выходили на сцену, получали вот этот аванс аплодисментов и эмоций от публики, и это их стимулирует, чтобы они учились дальше, продолжали свою учебу в высших заведениях Российской Федерации, в консерваториях, естественно, в Москве, в Ростове, Астрахани. Хочу сказать, мы всех ждем, воспитываем, и, надеюсь, в скором будущем у нас будет малый симфонический абхазский оркестр без приглашенных музыкантов. Это наша задача и цель, моя, по крайней мере. Жизнь непредсказуема. Ряд случайных событий может привести туда, где ты и не думал оказаться. Лана Логуа поделилась своей историей попадания в оркестр, в котором работает уже 6 лет. Я сюда переехала во время коронавируса. Мне нужно было сдать диплом, а границы были уже закрыты. И мне нужно было найти инструмент альт, потому что я на нем играла в квартете. И через Ольгу Ивановну я попала к Давиду. Давид говорит, вот как раз мне нужны скрипачи. И так я сюда и попала. Когда ты живешь в семье музыкантов, твое будущее предрешено, и это хорошо, сказала дочь дирижера камерного оркестра Мария Эмилия Терзян-Хагба. Ее творческий путь начался с 5 лет, когда отец дал ей скрипку в руки и с самого детства приучал к оркестровому опыту, что помогло ей уверенно вступить в ряды артистов камерного оркестра. Во-первых, я бы хотела сказать, что это большая честь принимать участие в таком грандиозном проекте. Я бы хотела поблагодарить искренне всех организаторов этого концерта. И, конечно же, хотела бы поздравить наших замечательных артистов, Нинель Борисовну и Гулизу, и, соответственно, папу моего. В этот раз у нас просто замечательные музыканты, и, конечно же, принимать участие и слушать было одно удовольствие. И мы искренне от лица всего оркестра благодарим слушателей за то, что сегодня у нас был просто аншлаг. Даже многие не смогли найти сидячие места. Мы очень благодарны, что все пришли, и от публики был огромный отклик. Один юбилей позади, впереди следующий. Союз пиано-дуо и Государственного камерного оркестра планирует продолжить выступать на большой сцене и удивлять своих преданных зрителей. Ирина Богателия, Раму Камки, Абхазское телевидение.